Привет! Я захотела записать новое видео о своих недавних покупках из одежды. Вот, в следующем видео расскажу о своих покупках из косметики. Вот, и, пожалуй, начнем. И первое, что я вам покажу, это будут вот такие вот джинсы. Я их купила в Pull&Bear. Они стоили всего 1200. Они вот такие вот светлые, немного потертости у них вот тут есть. На коленке тоже они, вот тут они вот именно рваные. Внизу они подвернуты, но их можно также развернуть, там обрезать. Ну, в общем, они не прикреплены, не зашиты. Вот. Я взяла себе десятку, но они и так должны быть широкими, но из-за того, что размер немного велик, они выглядят еще более широкими. Вот. Но, в принципе, материал очень хороший, это именно джинсы, а не стрейч. Вот, и мне нравится, но все-таки второе, что я вам покажу, это вот такие вот варежки. Ну, обычные варежки, ничего особенного. Вот, стоили они 500 рублей. Вот, ну то они такими ягодками, но уже немного варежки потрепались из-за того, что я часто каждый день ношу. Вот, сейчас уже выпал снег недавно, вот вчера буквально, так что самое время для варежек. Вот, еще я купила вот такой вот типа шарф, я не знаю, как это называется. Тот же самый цвет, то же самое, вариант, вид как-то, плетение. Вот, он стоил 700 рублей. Он безумно мне нравится, он такой мягенький просто. Вот, и цвет безумно приятный, мне очень-очень нравится. Стоил он 700 рублей, а это все я купила в H&M. Вот, ну и раз уж я купила все это, я захотела тогда купить еще вот такую вот беретку. Вот, она одевается просто, она стоила всего 200 или 300 рублей, так что ничего страшного, ну не так уж дорого, я имею в виду. Вот, и все это вот так вот, и варежки еще, то есть это комплект. Шапку я не хотела брать, но раз уж я взяла шарф и варежки, то шапку тоже. Вот, еще я купила вот такую вот шапку, тоже за 300 рублей в H&M. Она такая вот рэперская, я не знаю. Вот, она тоже теплая, но почему-то, вот несмотря на то, что она закрывает мне уши, когда я иду по улице, меня как-то изнуряется ветер залететь в уши, что холодно, я все надеваю капюшон. Так, давайте продолжим. В последнее время стали популярны вот такие вот комбинезоны, которые все думают, что это платье, на самом деле это комбинезон. Вот, и я решила купить себе один из таких вот. Его я взяла в Топ-шопе. Это 8, это даже 6 размер. Вот. Он такой якобы кружевной, да, очень красивый, якобы кружевной. Но вот тут уже начинается подкладка, как вы видите, так что ничего не видно. Рукава у него обрезанные. Сзади имеется вот такой вот небольшой вырез. Примерно до лопаток, застегивается на пуговке. Вот. Он стоил 2500, по-моему. Да, 2500. Я его уже одевала. Ну, конечно, сейчас в нем холодно, но я толком по улице-то не шла. Вот он такой красивый, новогодний. Возможно, я одену его на Новый год даже куда-нибудь, если пойду. Вот. Или на день рождения. Я не знаю еще. Но вот, я купила вот такую вот рубашку клетчатую. Она шелковая. Стоила всего 1000 рублей. Она стоила 2000 рублей, но со скидкой 1000. Вот. Она тоже десятка, велика мне, но это был единственный размер, поэтому я взяла. Вот такие вот пуговки необычные у нее, черный воротник. На самом деле эти пуговки жутко мне не нравятся, потому что они очень маленькие и они легко очень расстегиваются. То есть даже если ты этого не хочешь, они возьмут и расстегнутся. Вот. Особенно на воротнике. Вот я на воротнике каждые 5 минут просто поправляю. Вот. Ну, вообще она очень приятная рубашка. Уже ходила в ней раз 10, наверное. Да. Ну и к этому комбинезону, рубашке, вообще ко всему я купила вот такую вот штучку в H&M. Она стоила, по-моему, 300 или 400 рублей. Вот. Вообще она висела, сейчас скажу, так, как. Вот так она висела, вот так была закреплена. Я подумала, что это какое-то колье, что-то, наверное, застегивается, все закреплено. Но когда я пришла домой и открыла упаковку, я увидела вот такую вот обычную цепь. Вот. Я подумала, что она хотя бы расстегивается, так как тут есть замочек. Но, как оказалось, этот замочек, даже если будет с невероятной силой, он не откроется.
Поэтому ты одеваешь вот так, переворачиваешь, одеваешь еще раз, и тогда у тебя получается колье. Это немного меня расстроило, но вообще это офигенная вещь. Она такая золотая, якобы, и безумно красиво смотрится даже с этой рубашкой. Вот. Мне очень нравится, я купила очень давно. Ну и последнее, что я вам покажу, это куртку, которую я купила. Внутри она вот такая вот теплая. Я купила ее в топ-шопе. Это 10, но этот размер мне уже как раз, потому что 8 я померила. Она была мне короткая, как будто бы это не зимняя куртка, а будто бы какой-то летний топик. Вот. Что еще? У нее тут просто отличный мех. Я очень хотела себе куртку с капюшоном, у которой будет вот такой мех. Этот мех можно отстегнуть и носить без него. Вот. Ну, например, в дождь, не знаю. Но я ношу с мехом. А на плечах, а также на локтях у нее вот такие вот заплатки черные, якобы кожаные. Ну, конечно же, это не кожа. Вот. Что еще? Вот тут вот она завязывается, да. Потом она застегивается на молнию, а потом вот на этой клепке. Кстати, вот тут вот тоже якобы кожаная. А карманы у нее расположены вот тут. И вот тут вот на молнии такой. Мне не нравится то, что нельзя руки убрать, но тут можно хранить какие-нибудь ключи, не знаю. Ну, я сюда ничего не кладу, потому что барочками неудобно открывать карман. Вот, а этот карман вот такой вот на заклепках. С другой стороны также все. Вот, тут я уже храню вот свой плеер и всякую ерунду. Она стоила всего 4200 или 4300. Для топ-шопа, я считаю, это совсем недорого. Тем более для куртки с таким вот мехом. И это все, что я хотела вам показать. Я надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал, я буду добавлять видео, радовать вас. Ну и пока!